Всем доброго дня! Вы на YouTube-канале Казахстанской Федерации Триатлона. Ну что, все самое интересное, что было за прошедшую неделю в нашем триатлонном дайджесте. Начинаем с новостей внутренней кухни. Снова разочарование, снова расстройство от того, что отменили старт. На сей раз Актюбе подвергся отмене. Связано это с тем, что Актюбе находится по-прежнему в красной зоне. К сожалению, руководство и область очень поздно уведомило о том, что очередной наш старт, который должен был состояться на следующей неделе, он отменяется. По-прежнему карантинные меры сильны, по-прежнему красная зона и массовые мероприятия с болельщиками и со спортсменами запрещены. Поэтому мы снова приносим извинения перед всеми гонщиками, которые уже успел зарегистрироваться. И, к сожалению, вот такие обстоятельства. Мы надеялись на лучшее, но видим, что пока ситуация не улучшается. Но при этом, как заверила Казахстанская Федерация Триатлона, старт в Актау, финал Тимир-Адама и последний этап также под эгидой Казахстанской Федерации Триатлона в Актау, в Риксос Актау обязательно состоится. Уже получено разрешение, уже получено добро местных властей. Акимат Мангыстауской области, Акимат Актау дал добро и, собственно говоря, все благоприятствует тому, чтобы гонка в Актау и финал Кубка Тимир-Адам там обязательно состоялся. Поэтому 24-25 сентября бронируйте, а уже лучше и покупайте билеты. Мы ждем и будем вас ждать именно на прекрасном побережье Каспийского моря. Суперлиги, которая не перестает удивлять, Суперлига, которая пытается вот так вот сразу же с первых гонок сделать себе обалденную, потрясающую рекламу. В частности, опять же, в Великобритании на днях прошла еще одна интересная гонка в необычном, может быть, нестандартном формате. Называется она «Тройной микс». Победителями в этой гонке стали американка Джессика Лермонт и новозеландец Хайден Уайлд. Гонка была необычной тем, что это был такой супер спринт, но в 3 частях. 3 раза приходилось его преодолевать, и каждый раз в последней гонке каждый мог получить либо свое преимущество, увеличить его, либо же, наоборот, какое-то отставание. В итоге перед последней решающей гонкой Лермонт уходила с преимуществом в 2 секунды. На 3-й позиции находилась Джессика Браун, которая отставала на 4 секунды. Но британка на повороте, на велоэтапе очень здорово упала, не вписалась в поворот, не удержалась на байке и получила очень серьезное повреждение. Она гонку закончила, но, как вы понимаете, закончила она без каких-то надежд на первое место. Что касается у мужчин, то там с первых метров нужно сказать, что француз Луи, и британец Брауни держали в напряжении всю гонку, и казалось, что между ними пройдет основная борьба, но вмешался в эту борьбу и на последнем этапе шаг за шагом, метр за метром, начиная с плавательного сегмента и на велоэтапе, в итоге все это закончилось на беговой, очень здорово себя показал Уайлд, который просто, что называется, включил дополнительный форсаж и на последних метрах, чуть ли не на финишной прямой, при помощи фотофиниша сумели определить, что именно Уайлд оказался немножечко быстрее, немножечко раньше на финише, нежели француз Луи. В общем, необычный формат, необычная гонка, которая заставляет к себе все больше и больше приглядываться, все больше обращать на себя внимание. С учетом того, что там есть хороший финансовый такой призовой фонд, то, соответственно, и топ-звезд мирового триатлона туда все больше и больше начинает стекаться и участвовать в подобных гонках. Посмотрим, может быть, через время вот эта Суперлига попробует затмить так называемые, так привычные для нас этапы мировой серии Гран-при. Посмотрим, что будет дальше, но, по крайней мере, старт достаточно мощный. Главное, чтобы дальше Суперлига не потеряла вот такой интерес к себе. К новостям Айронмена. Ян Ван Беркель и Даниэл Риф выиграли Ironman Швейцарии. Ян Ван Беркель
прибавил к своим победам 2018 и 2019 годов еще и победу в этом 2021 году Ironman Швейцарии, показав результат 7 часов 39 минут и 41 секунду. Нужно сказать, что Ван Беркель был не самым лучшим на велоэтапе, был не самым лучшим на плавательном сегменте, показав лишь там только 7 и 5 место соответственно, но здорово преодолел беговую часть, показав лучшее время и на 1,5 минуты, практически на 1,5 минуты обогнал Джо Скипера из Великобритании. Третьим также стал хозяин трассы, еще один представитель Швейцарии, Руди Уайдов. Он уже уступил победителю почти 10 минут. Что касается Даниэла Риф, то эта гонка была анонсирована только как мужская гонка Ironman, поэтому пришлось Даниэле Риф заявиться в Age Group категорию. Там она показала результат 8 часов 32 минуты и 36 секунд, но, как сама она отметила, что для нее эта гонка была больше подготовительной к следующему старту, где она именно примет участие уже среди элиты. Стартовала многодневная гонка Трансальп беговой этап 2021 года. Что такое Трансальп, да, что такое ультрамарафон именно через Альпы? Это включает в себя, во-первых, 300 команд, большую протяженность, и нужно отметить, что перепад высот составляет 15 320 метров. При этом нужно преодолеть 263 километра. 22 команды, точнее 300 команд из 22 разных стран. Нужно обязательно, чтобы в команде было не менее 2 человек. То есть это либо парень-парень, либо парень с девушкой, либо обе девушки. Гонка стартовала в минувшие выходные. Будет она проходить, как вы понимаете, через такие государства, как Австрия, Германия, Швейцария и Италия. И вот по итогам этих нескольких дней уже можно будет понять, кто стал победителем этой ультрамарафонной супер, я бы сказал, даже по перепаду высот необычной гонки. Так что посмотрим, и о результатах этой гонки мы поговорим, конечно, в наших следующих выпусках. Кэмерон Херон, британка, очень известная ультрамарафонистка, бежит за новым рекордом. Ей, видимо, настолько скучно дома и просто нечего делать, что она продолжает бегать постоянно. Мне кажется, даже во сне она тоже бегает. На днях в Венгрии она начала свой ультрамарафон под названием 600 миль за 6 дней. Вот такую дистанцию британская ультрамарафонистка собирается преодолеть в Венгрии под наблюдением специальной комиссии для того, чтобы зафиксировать марафон. Даже любопытно, сколько за эти дни она поменяет кроссовок и вообще сколько раз она будет отдыхать. В общем, как вы понимаете, да, в сутки ей нужно преодолевать 100 миль и больше для того, чтобы покорить свой рекорд. Посмотрим, как это получится, но по словам организаторов, она обладает всеми способностями, всеми результатами, их находится в хорошей физической форме для того, чтобы именно сейчас в этот пик преодолеть вот этот рекорд и обновить его, и внести тем самым свою фамилию. Получится у нее или нет, мы также поговорим и узнаем, и расскажем вам обязательно в следующем нашем дайджесте. Как ни крути, но все идет к тому, что британцы действительно люди, которые любят бегать, потому что другим заниматься они не хотят. Так, в минувшие выходные завершился еще один супер-ультрамарафон, если его можно таковым назвать. Британец Ник Паттер сносил 14 пар кроссовок, но при этом преодолел дистанцию 8432 километра, что примерно составляет 200 классических марафонов. Британец пробежал вдоль всего британского побережья за 128 дней. При этом параллельно с его забегом проходил еще и благотворительный марафон в поддержку людей, которые страдают различными заболеваниями. Этот челлендж не единственный для британца. Ранее он тоже преодолевал подобные забеги, которые, правда, были в меньшее расстояние и меньшую длину, но британец продолжает свой спорт развивать еще и с благотворительностью. Привлекает спонсоров, привлекает меценатов и обращает внимание, опять же, на людей, которые
так или иначе страдает от различных форм заболеваний и всячески пытается им помочь. Поэтому я думаю, что 14 пар кроссовок для британца Ника Беттера — это такое легкое утешение для того, чтобы преодолеть 8500 метров. Я думаю, все это делается для благой цели и только на радость. Поэтому желаем британцу не останавливаться, бежать дальше, ну а с кроссовками ему обязательно будет помогать. На этом все. На этом наш триатлонный дайджест подошел к концу. Все самое интересное и самое любопытное мы увидели на новостях интернет-порталов. Ну а в следующей неделе мы тоже постараемся вас чем-то интересным завлечь.